Функционировать администрация Сунжинского района уже на новом месте стала после новогодних выходных. Переехали практически все сотрудники структурных отделов. Ибрагим Гулиев, начальник социального отдела, подтверждает, новые условия значительно облегчили труд коллектива. По своему направлению скажу, выезды были тоже, подомовой выезд по линии органа опеки, попечительства, составление актов жилищно-бытовых условий. Также заключение, для дачи заключения, это может быть различные судебные, для различных судебных разбирательств, да, и по другим вопросам. Кроме того, новый административный объект расположен в самом центре района, что упростит сотрудникам местных самоуправлений и населенных пунктов доступ к нему для проведения общих собраний и обсуждения актуальных тем и проблем. На сегодняшний день в администрации созданы условия для того, чтобы мы могли в полном объеме проводить свою работу. Также для граждан благоустроена прилегающая территория, дорогу сделали для того, чтобы они могли спокойно добираться до нашего здания. И, конечно же, жители данного села, скажу уверенно, им намного легче добираться и, конечно же, более активно идут в эти дни по различным вопросам. Красная лента и почетные гости. Так, 11 октября 2024 года состоялось торжественное открытие нового здания районной администрации. Разделить это событие с работниками приехал глава региона. Махмуд Али Калиматов поздравил сотрудников районной администрации и пожелал им плодотворной работы на новом месте. Хотел бы к работникам обратиться. Я хоть здание, кабинет есть же. Это все делается для вас. Вы, наверное, видели уже, какие они будут. Все будет хорошо? Будет. Но условия создать для одних чиновников, я имею в виду, районной администрации. И эти условия вам создали, чтобы вы создали условия людям такие же. Я искренне хочу поблагодарить строителей. Если бы у нас находился бы в каждом районе, в городе, вот меценат, который бы, да, Микелс Духловый, Беланес и другие. Потому что у нас нет таких средств, понимаете, 150-200 миллионов дадан хади, но дело щидуалс хади, щибаркал хода дал халыш нахалыш. Поэтому я хочу всех поздравить. Я думаю, та работа, которая будет вести здесь в администрации, она будет на благо не только станицы Нестеровской, но и для всего Сунжинского района. И здесь каждый человек, который живет, я думаю, будет гордиться своей администрацией. А теперь к тем, кто первыми встречает в своих стенах население. Работа канцелярии заключается в том, чтобы принимать заявления и жалобы населения. Много успели принять вот с момента переезда? Да, с первого дня, со дня технического открытия, со дня технического переезда, с первого дня были приняты заявления, посетители были в штатном режиме, все работали, всю работу выполняли. Естественно, новое здание, чистое, все условия созданы. Что хорошо сделано, это был самый главный акцент, был сделан на людей, маломобильных людей. То есть была создана среда, доступная среда, она создана. То есть теперь мы можем обслуживать людей любой категории. Ранее администрация располагалась в Сунже, в старом здании, построенном в 50-х годах. Оно в 2 раза меньше нового. Из-за маленькой площади некоторые отделы администрации пришлось разместить в других зданиях. Теперь они будут находиться все в одном. Там нам помещений не хватало, приходилось тесниться в таких небольших кабинетах. А сейчас у нас даже некоторые структуры мы еще даже к себе забрали, которые мы раньше не могли себе позволить. У нас здесь еще и открылся офис защитников Отечества, фонда защитников Отечества. Также мы планируем сейчас сюда перевести и организацию движение первых наших, да.
Что здесь по-настоящему старое в новой администрации Сунжинского района, так это график работы. К сведению для населения районный архив, сотрудники отделов экономического, землеустройства и архитектуры, промышленно-производственного отдела, а также руководящий состав доступны с понедельника по пятницу с 9 утра и до 6 вечера. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.